Также под нами, то есть вот здесь мы видим парк Камола Худжанди. Парк Камоли Худжанди. Мы называем этого выдающегося поэта. По-моему, его песок также похоронен вот там, вот видите, куполу, вот под ним в целом. А отсюда вот такой шикарный вид на город Худжанд. Это идут вот такие кабины, как я говорил, пока пустые, потому что сейчас утро, после обеда уже вот много будет народу, и в особенности на выходных. Справа что я вижу? Новые дома, строительство которых продолжается. И по поводу строительства различных домов в Таджикистане, ребята, что хочу сказать. У нас по всей стране идет строительный бум. И вот любой объект смотришь, как только копали котлован, начали строить, через 3 месяца ты идешь, уже там 10 этажей. То есть скорость очень высокая. И напротив мы сейчас видим гостиницу Сухдион. Вот, наберите, загуглите, ребята, посмотрите, там цены и фотографии, все остальное есть. Вот. Гостиница очень хорошая. Вот этот ресторан, ребята, в виде корабля на берегу реки Сырдарья, да, логически все правильно, называется ресторан имени Тимур Малика. Здесь, я так понимаю, да, в основном ресторан. И вот почему-то тут пусто, здесь можно было бы поставить столики и как бы организовать кухню. Но тем не менее, это герой Таджикистана, герой, который воевал против монголов и убивал очень много монгольских, чингисханских военачальников. Вот такой был человек, который оказал ожесточенное сопротивление монголам. Вот выглядит справа от нас город Худжанд из вот этих канатных дорог. Это прекрасно. Прекрасно. Мы еще не в середине, но тем не менее такой вид. С этой стороны, вот видите, парк Камоли Худжанди, вот на берегу реки Сырдарьё. И там вот город Худжанд. Давайте я приближу и вам покажу. Там это продолжение, точнее, города Худжанда. А на самом деле мы сейчас находимся в центре города Худжанда. Это вот идет город до конца туда, и потом сюда еще в правую сторону. То есть вот город достаточно большой, ребята. И честное слово, город Худжанд является одним из романтичных городов, ибо он построен вдоль реки, во-первых, Сырдарья с двух сторон. Снизу, вот здесь, как бы чуть ниже высота, и там вот потихонечку поднимается туда, идет до вон тех гор. Вот, и с этой стороны практически то же самое, да, вот, поэтому город построен вдоль реки Сырдарья, практически в середине пути, ребята, и вот так выглядит город Худжанд с моей правой стороны. Слева выглядит вот так вот, ребята, очень красиво. Река, кстати, большая, несмотря на то, что выглядит такой тихой, она глубокая и течет без шума. Но течение очень быстрое, сравнительно быстрое. Не думайте, что там идет все тихо, там спокойно. Под нами, ребята, футбольное поле. Ребята играют в футбол. Я же говорю, канатную дорогу, то есть точку вот выбрали такую, что отсюда виден практически весь город Худжанд и вся его деятельность. Вот, видите, ребята играют в футбол. Это хорошо. Слева вот здесь мы видим стадион футбольный, уже профессиональный, когда клубы наши внутренние играют, да и международные. По-моему, и праздник Навруз, День независимости и многие другие праздники проходят также здесь, вот в этом футбольном стадионе, ибо размещается много народу там, практически половина города Худжанда. Просто шикарный вид. Вот. Либо такую же канатную дорогу в городе Душанбе, начиная где-то вот из поста ГАИ, мы называем Чорбох, прям до Софидары, ну, километров, я не знаю, может 50 или
40. Вот это был бы мировой рекорд, и было бы очень красиво с двух сторон посмотреть. В субботу ехать, где-то, я не знаю, может быть, час-полтора часа кататься, и потом в воскресенье возвращаться. Там есть много гостиниц, много сервиса, то есть на улице не останемся уж точно. Здесь мы, ребята, потихонечку приближаемся к парку и площади Исмоили Сомоне, основателя государства саманидов, первого таджикского государства, да? Вот. И справа также новые объекты. Если строят тут, то ничего страшного. Главное, чтобы вдоль реки не строили, ибо это будет закрывать вид, и весь город Худжанд не будет виден. А здесь, наверное, концертный зал. Вот такой вот. Где не только концерты, но и выставки, я так понимаю, проходят. Туристические и не туристические. Я заметил, ребята, справа от нас я вижу в основном высокоэтажек. И слева, вот слева реки Сырдарья, Кавлишки. Это вот дома в основном. Там, видите, высокоэтажек практически нет. Разве что только в середине где-то там несколько штук. А все вот эти высокоэтажные дома построены справа от нас. Видите, вот тут вот. Видите? Но они тоже придают очень красивый вид городу Худжанд, ребята. И на этом потихонечку канатная дорога завершается. Вот здесь вот база, центр, куда возвращаемся. Но я, правда, брал билет туда-обратно, потому что нам нужно в ту сторону города ехать. Дороги хорошие. Правда, ночью не все дороги освещаются, к сожалению. Вчера я вот проехал по вот этой дороге и выше еще несколько дорог. Очень плохо освещают. Вот здесь можно было бы еще чуть-чуть поработать. Обратно возвращаемся, но хочу подчеркнуть, что поездка была удачная, приятная, комфортная. И я думаю, что нам стоит рассматривать такие объекты, как достояние, допустим, того или иного города, и в нашем случае достояние города Худжанда. Это прекрасное достояние, это прекрасная достопримечательность. И всем инициаторам, которые построили вот эту канатную дорогу, Рохит Таноби на таджикском, скорее всего, огромное спасибо, Дастатондарда Набинат, потому что тут так сидишь, вокруг все видно, это на самом деле радует и глаз, и сердце, и поднимает, и подбадривает настроение, поэтому это прекрасно, и я думаю, что такую достопримечательность, такую маленькую историю, канатную дорогу в городе Худжанде, я думаю, что нужно сохранить. Приезжайте в город Худжанд и обязательно покатайтесь на этой канатной дороге. Вот это Сырдарья. В ту сторону течет река, вот в противную сторону, в ту сторону, в сторону Узбекистана. Приезжайте в город Худжанд и обязательно покатайтесь на этой канатной дороге, вам понравится. Вот это город Худжанд. Худжанд, ты прекрасен. Вау, ты великолепен. Гостиница Сухден, ребята, в центре города Худжанда и на берегу реки Сырдарья. Смело можете забронировать там и размещаться. Очень хороший сервис и очень хорошая гостиница. Вот. Если флаг вашей страны. Вот снизу мы видим исторические личности, которые выходили из города Худжанда. На канатной дороге мы хорошо покатались.
сейчас находимся в сердце парка Камоли Худжанди. И давайте посмотрим дальше, что в этом парке, да? В городе Душанбе центральный парк это парк Рудаки, а в Худжанде это Камоли Худжанди. Субботник, да, сегодня? Вот наши девочки работают. Парк прекрасен. Парк радует, честное слово. Порядок, уют, чистота. Монда набошит. Ташакур. Вы видите, ребята, вот эти памятники. Я думаю, что вы все смотрели фильм «Я встретил девушку». Это вот с того фильма сцена, который был снят в 1957 году. По-моему, около 30 миллионов просмотров на YouTube, если не ошибаюсь. Фильм очень прекрасный, советский. Также он был снят в городе Худжанде, по-моему, в Касре Арбоб, в дворец Арбоб, куда мы выше обязательно посмотрим. Вот, это с того фильма. Фильм прекрасный, наверное, несколько раз я тоже пересматривал. Так что это вот тоже как бы некий символ города Худжанда. Вот. Албаттаки асари Мирзо Турсунзода. Инро қаҳрамони миллии ҷумҳурии Тоҷикистон Мирзо Турсунзода навиштанд. Ин рӯи қалам оварданд ва аз рӯи ин як филмам ба навор гирифтанд. Я встретил девушку полумесяцем бро. Я вам, ребята, рассказать, но уверен, что вы также смотрели этот фильм. Я встретил девушку. Очень популярный фильм в Советском Союзе и в сегодняшнем Таджикистане, да и во всем мире смотрят. Есть перевод на русский язык, на таджикский. Вот. Фильм очень хороший, сюжет очень хороший. Поэтому уверен, что и вы также пересматривали этот фильм. Что хочется о фильмах, таджикских фильмах и вообще советских фильмах сказать, это то, что действительно снимали на очень высоком уровне и в плане смысла, сюжета, и вот набор актеров, исполнителей тех или иных ролей. Ну, это был другой мир, честное слово, чего, наверное, сложно и трудно сказать о сегодняшних фильмах в Республике Таджикистан. Да, есть хорошие фильмы, бесспорно, не сомневаемся, но и также есть фильмы, которые, честное слово, ну, что ли, поверхностно так все снято, что практически никто их не смотрит. Вот. Но, подчеркиваю, есть и хорошие фильмы. И в этом направлении нужно работать, прилагать максимум усилий, потому что искусство, вот это вот киновоспроизведение является очень важным элементом пропаганды своей культуры, своего языка, своих традиций, обычаев на всю планету. Это вот сегодня на примере многих стран, Индии, Турции, Америки, мы видим. Поэтому нам тоже нужно вот в этом направлении работать и обращать особое внимание. Более что историй, как печальных, так и радостных, у нас в Республике Таджикистан достаточно. Столько фильмов по нас снимем, что просто завалим всю планету нашими фильмами. Главное, чтобы было вот это желание, вот, понимаете ли. Вот, и как Владимир Ильич Ленин говорил, из всех важнейших искусств для нас, из всех искусств важнейшим для нас является кино. В парке Камоли Худжанди, ребята, есть вот такие вот места. Смотрите, как это величественно все сделано от руки. Кандакорлик. Искусство резьбы на дереве. Кандакори, вот это у нас все называется. Это все для людей, ребята. Нету такого, чтобы это было для каких-то высокопоставленных чиновников. Нет, это для меня и для вас. В любое время можем сюда прийти, наслаждаться вот этой красотой. Вот видите, их 3. И вот напротив нас мы видим мавзолей Камоли Худжанди.
вы просто посмотрите, шикарная работа. И все это рукодельная работа. Видите? Ну просто прекрасно. Худжанд действительно прекрасен, ребята. Я просто польщен. Я обожаю город Худжанд. Готов ли я переехать жить здесь? Наверное, пока нет, но тем не менее я влюблен в город Худжанд. Я раньше никак не мог так рассматривать, походить по всем улицам города Худжанда, посмотреть внимательно, как сейчас. Поэтому после осмотра всего города я пришел к такому выводу, что действительно это наша культурная столица, это наша северная столица. Когда мы говорим столица, конечно, это имеет символическое значение, что вот мы имеем в виду в первую очередь культурный центр, большой город, индустриальный, где много возможностей. У нас также есть южная столица, да, как бы вот я считаю, что город Куляб или Кулоб также является нашей южной столицей. Тоже такой большой город, опять-таки символическая столица. Когда мы говорим, это имеет символическое значение. Вот, город очень тоже прекрасный, большой. Наверное, нам стоит ехать в город Куляб и посмотреть, как там все выглядит. Действительно, город исторический, город не молодой. Этот город был основан еще до нашей эры. Это еще давным-давно Киром Великим, царем. Вот, вы знаете, да, Кир Великий. Кто такой? Обязательно загуглите, почитайте детально. Вот. Иногда в некоторых книгах и вообще в интернете мы видим Кирополис. Название, старое название города Худжанда, как Кирополис, тоже встречается. Потом видим Эсхата. У нас вот есть Эсхата, банк Эсхата. Это тоже древнее название города Худжанда, ребята. Дело в том, что после Александра Македонского переименовали на Эсхату, Александрию, город Худжанд. Поэтому, когда мы видим банк Эсхата, это, конечно, можно и в переводе банк Худжанда, допустим, да, Худжандский банк переводить, но это историческое название. Сегодня город называется Худжанд. В советское время этот город называли Ленинабадом. Как Душанбе Сталинабадом, да, так и Худжанд Ленинабадом. Но, конечно, Худжанд звучит прекраснее, законнее, правильнее, чем все остальные другие названия. Итак, я стою напротив памятника выдающегося таджикского поэта Камоли Худжанди. Вот он напротив, вот нас видите в парке Камоли Худжанди. Парк достаточно большой и очень красивый. А вот это, там мавзолей Камоли Худжанди. Сам поэт умер в Табризе, в Иране, я так понимаю. Вот. И вот этот вот этот мавзолей, он больше символический. Я так понимаю, тело поэта в основном, значит, похоронено в Иране. خطو نکنم من شاید خطا بکنم لیکن اگر خطا نکنم پیشوای معظم ملت بخشیده به 700 سالگی کمال خوجندی به فکرم از خاکی همون قبر اساسی بگیم کمال خوجندی آورده اینجا در همین مثلا خب بگیم که مفضله میگیم به زبان روسی اینجا به خاک سپاریده بودند یعنی با اون هدف این مجموعه که اینجا میبینید بنیاد گردیده است. То, что видите мавзолей символический, он вот с этой целью был построен. Два слова о худжанцах, ребята. Это очень культурные люди, сверхкультурные люди. У них совсем другая манера общения. Ко всем обращаются на «вы». Вот. Каждый раз, когда я вижу девушку, одетую в атласе, атлас, адрас, у меня автоматически ассоциация с городом Худжандом. Почему-то я думаю, что она из города Худжанда. И неважно, где я ее встречаю. Вот. Но атлас и адрас — это наша национальная одежда таджиков исторически. Вот. А таджиков в мире сегодня больше 60 миллионов. Мы проживаем не только в Таджикистане, но и огромнейшее количество в Узбекистане. И еще больше в Афганистане, в Иране, в Пакистане.
много где живем. Нас очень огромная нация с огромной историей. Несколькими тысячелетиями у нас история. Как бы это все очень серьезно. Просто немножко разделенные на сегодня, я так понимаю. Именно поэтому Лоих Ширали, другой выдающийся таджикский поэт, говорит: «Тоджико, васлихейш дарьёб, варна фардот, бенишон буданас». Или в другом месте он говорит: «Миллати сад пора иман, хамчу охан пораха, джуш хурбахам, ки андар вартей». وامشتی خاکی مدفن شاعر از تبریز دسترس شده 21 марта سال 2015 آن را президент جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان با مقبره رمزی گذاشتند. Да, это действительно символический мавзолей, но песок из могилы поэта предоставлен в честь 70-летия поэта в 2015 году и похоронен, я так понимаю, здесь вот. در اینجا من کلمه مشتی خاک را خواندم و دو مصرع دیگر از لایق شیرالی یادم آمد که میگوید: مشتی خاکت را به کیسه یادگاری بردن تا اگر روز بمیرن از قضا در غریبی بی کس و بی آشنا خاکی تو باشد. نشان آخرین تاجیکستان، سرزمین کمزمین. Это как раз таки подходит и к Амоли Худжанди, ибо он сам в своих стихах пишет: «Дар гариби, чон ба сахти медиҳад мискин камол, во гариби, во гариби, во гарибо, во гариб». Вижу в парке Камоли Худжанди, ребята, есть кафешка такая. Надо обязательно сходить, посмотреть, как там выглядит. Но что касается вообще сферы услуг в городе Худжанди и всех вот этих ресторанов, кафешек, честно говоря, очень культурно, очень красиво, чисто, как подают, как преподносят еду, как предоставляют услуги, честно говоря, заслуживает огромного уважения. И худжанцы как-то, как культурные люди, сначала ремонтируют, тратят много-много денег на интерьер, на красоту, и только потом открывают бизнес. Кажется, я был прав. Худжанцы сначала тратят на интерьер, вот так вот, и только потом открывают бизнес. Так везде, по всему городу Худжанду. Да и за рубежом, когда они открывают бизнес, они вот так вот красиво все оформляют. Еще раз подтверждение того, что город Худжанд – это исторический город и культурный. Ребята, смотрите, выходим из парка Камоли Худжанди, и прямо напротив нас театр. Вот такой большой театр в городе Худжанди. Очень похож на большого театра города Москвы. В центре города Москвы есть такой же театр, и не исключено, что этот театр тоже имеет историческое значение. Не исключено, что был построен в советское время. Так что вот такой прекрасный театр. Видите? Ну, очень сочетается все здесь очень красиво, очень уютно, культурно. Смотрите, Худжанская крепость, там музей. Ну, в музеях, сами понимаете, мы уже были. Главное, вот вид такой. Парковка рядом с Худжанской крепостью для многих. Очень много мест для машин парковаться. Смотрите, да? Ох, прекрасно, прекрасно. Хорошая идея. А почему в Душанбе нет у нас такого? Вот, Ист. Вот сюда вот восток. Нам на восток сейчас надо, вот туда вот. Так что идея очень хорошая. Так вот, сейчас покажите. Ист вот сюда Дели. Точнее Пекин. Вот сюда Пекин. Это Китай. Так. Вот Иркутск. 2500 километров. Север, North. Астана, Казахстан. Это вот туда вот нам лететь. Ояндай, Таджикистан, Дурахшон аст. Ни капли не сомневаюсь. Абсолютно. Верю в это. 100%. Здесь много народу. Так. Много школьников, ребята. Здесь напротив нас находится гимназия номер 1. И дворец молодежи имени Лоиха Ширали. Это выдающийся поэт современности.
кафешки вокруг. Но это также центр города, поэтому это нормально. Салам алейкум. Но он чампул инжа ба? ما 4 سومون، 10 سومون، 9 سومون، 7 سومون. Қимат неми? نه، ارزون. Ай, ҳамин тандур канда мефурӯшед? تنور ها؟ Кани тануратон? تنور دورتر هم بده. Дуртар, ба? Хуб, раҳмат, ташаккур, саломат бошед. Здесь очень вот таким. Бах, 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 I love it. Находится кахвахона, кафешка Анисту. Анситу. Анситу. Так, внутри, да, кафешка? Сейчас посмотрим. Много народу. Вах, 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 вах. Что же есть, да? Такой выбор огромнейший просто. Сами смотрите. Вау. Давайте попьем компотик, наверное. Вишня. И вот такие, ребята. Посмотрите и сравните с вашими городами и странами. Все время думаю, где народ-то, да? Я хожу под палящим солнцем, а вот они. Все тут вот отдыхают, кушают самсу, плов там, понимаете ли, компотик, вишня вот эта таджикская натуральная. Так что вот они все, вот все тут. Ваш плов самый вкусный в городе, это правда? Правда. Чей плов это? Это таджикский плов. Таджикский не, акай фалони, акай ки? Аки Диловаршо. Акай диловаршо. А где плов-то? Казан где? Казани. А, Чай о, Казани. давайте посмотрим. Я сразу по запаху понимаю. Ах, вах, вах, да, действительно, выглядит вкусно, но я уже наелся, ребята. Тут есть инчи, шакаровничи, Шакаров. йогурт, тут салатик такой вот. Пожалуйста. Видимо, да, действительно вкусно, поэтому здесь много народу. Начальник Дибо. Начальник грамотш муба, буй ошатон алака шахра гирифт. Мо бу када бу кашида омадем аминҷа будаст. Дег мана ҳаминҷа. Запах привлекает. Рамад, рамад. Мардум бисёр мебинам. Ташаккур. Аҳсан. Мардум бисёр мебинам, ҳама ҳаминҷо нишастанд. Хело хуб. Беҳад, беҳад нам. Ташаккур. Красота, отлично. И это кафешка Адибон. Интеллигенция, я так понимаю, да? Вау. Шикарно. Красиво. Ну вот такое оформление. Фотографии в основном достопримечательности города Худжанда. Вот. Это вот Бахористон. Мы там были. Вы видели, ребята. Вот. Какие еще? Вот там я вам показал, помните, с канатной дороги. Это вот та часть города. Народу полно. А я думаю, где они-то? Зачем куда-то ходить, когда тут уже готовится шашлычок, честное слово. Смотрите, на мангале прям. Пахнет прям очень вкусно, очень и очень. Пойди, у вас клиентов очень много, да? Отлично. Вам удачи. До свидания. Там еще я вижу большой памятник. Надо подойти и уточнить, что за памятник. Так, это Камоли Худжанди, ребята. Памятник Камоли Худжанди. Выдающийся поэт наш. Так, давайте посмотрим, как в этих вот кварталах живут люди, да? Вот это новые дома, видно сразу. Сейчас посмотрим. Так вот живут ребята, чистенько, уютненько. Давайте дальше посмотрим. С парковками как тут вообще дела обстоят? У нас в Душанбе проблема серьезная, вот это, парковки. А не, вот тут я вижу, есть парковки. Вон там вот, почему тут паркуются, я не знаю. Может, в этих домах не живут, но эта парковка однозначно предназначена для жителей вот этих домов. Так что давайте тут вот посмотрим. На что я хочу обратить внимание, так это на чистоту. И во дворах всегда должно быть чисто, ребята. Это очень важно. Вот двор
домов в городе Худжанде. Давайте посмотрим. Ну, вроде чисто. Так. Отлично. Такой стадиончик. Только почему бетонный, да? Опасно играть. Вот, но тем не менее есть. Мы едем, ребята, в дворец Арбоб, тоже историческое здание. Там много исторических событий происходили. Сейчас попробуем вам коротко рассказать. Уже находимся на территории дворца Арбоба, ребята. Это вот здесь, вот вся вот эта благоустроенная территория. Вот сейчас идем, я надеюсь, дворец открыт, зайдем внутри и посмотрим. Такая красота, вау, слов нет, чистота просто. Вау. От дворца Арбоба, ребята, построили вот такой амфитеатр. Я так понимаю, в 2015 году. Здесь также проходят различные культурные мероприятия. Вообще строили в середине 1950-х годов. Это еще в советское время. Согласно информации в интернете, доступной информации, дворец был построен по инициативе Саидходжи Урунхаджаевой. Это вот председатель колхоза, дважды герой социалистического труда, который, будучи председателем колхоза, стал самым плодотворным, продуктивным, скажем, председателем, обеспечивал хлопок, разные сорта, значит, увеличивал объем производства, в том числе фруктов, сухофруктов, и давал также на нужды войны Второй мировой, да, Великой Отечественной, больше 2 миллионов рублей, а это серьезные деньги, за что он был удостоен дважды, кстати говоря, званием Героя социалистического труда Советского Союза. Вот, и когда он путешествовал по городу Петербургу, мы там тоже находились, там тоже были, в Петербурге, слава богу, и много всего посмотрели, действительно, очень красивый город. Один из красивейших городов России, Санкт-Петербург. Так вот, он, когда побывал в Петергофе, у него возникло такое желание построить что-нибудь подобное в своем, скажем так, родном городе, в городе Худжанде и в своей стране, в республике Таджикистан. Тогда называли Таджикская ССР. И вот пригласил он архитекторов из Петербурга, и вот они построили некий такой мини-Петергоф здесь, вот в городе Худжанде, республики Таджикистан. Сейчас вам покажу. Пожалуйста, мы уже на главной площади. Вот это дворец Арбоб, ребята, в городе Худжанде. Вот так вот выглядит. Чем-то на самом деле похож дворец на этих петербургских вот этих дворцов. Их очень много, и один из них Петергоф. Вот смотрите, а напротив вот такой вид города Худжанда. Вот, пожалуйста. При дворца Арбоб есть музей. Я думаю, что он сейчас работает, открыт. Мы сейчас попробуем туда зайти, также посмотреть.
Что в этом зале у нас находится? Зал у нас имеется, мы проводили тут 16-ю сессию Верховного Совета Республики. Таджикистан, да? Республика Таджикистан. Это проходило здесь. Да. 16-я сессия. И в том, что, ребята, после развала Советского Союза, краха вот этой системы, краха социальной системы, да, начались беспорядки практически в некоторых республиках бывшего Советского Союза, в том числе и Таджикистана, к сожалению, огромному. Это наша черная страница в истории. И вот этот зал находится внутри дворца Арбо, где наш уважаемый лидер, вот здесь вот, Эмом Али Рахмон, наш уважаемый лидер Эмом Али Рахмон, значит, произнес свою известную речь о том, чтобы мы объединились, брали свою судьбу в свои руки и строили наше государство, как подобается благородным нациям. Что вы нам расскажете об этом зале? Этот зал и весь дворец считается одной из достижений архитектурной мысли 20 века. Правильно, правильно. И еще этот дворец, макет этого дворца привезли из Москвы, то есть Ленинграда. То есть основатель этого дворца, дважды герой труда Саид Ходжа. Орун Ходжаев был в Ленинграде и посетил дворец Петергоф. Так, так. То есть, осмотрев красоту этого дворца, Саид Ходжа, Орун Ходжаев был очень восхищен, и ему возродилась мечта о строении мини-копии этого дворца для своего колхозников. То есть в 1935 году, когда он вернулся в свой край, в свой родной город, доход колхоза не позволил для стройки этого дворца. Так. И спустя несколько лет, то есть после Второй мировой войны, в 1949 году, когда объединили 22 и маленьких и больших колхозов, и в результате 10 тысяч колхозников объединили в одном колхозе. И потом руководителем этого большого колхоза стал Саид Ходжа Орун Ходжаев, потому что все эти колхозники хотели, то есть именно Орун Ходжаев стал их руководителем. Да, да. Как вас зовут? Наимджон. Наимджонака, скажите, сколько человек может размещаться? 700 мест. 700 мест, да? То есть 700 мест, включая балконы. И с балконами вместе. Там тоже люди могут сидеть, правильно? 700 мест. На втором этаже. Именно здесь И на первом, кстати. 650 мест. Расскажите про 16 ноября 1991 года, если знаете, конечно. Ага. После развала, то есть, Советского Союза, все, то есть, государства были, то есть, в Союзе, при Союзе, они столкнулись с политическим кризисом. И в том числе Таджикистан. Пережил такую ситуацию. И 5 мая, то есть, 1992 году началась гражданская кровопролитная война. То есть сын с отцом и дочь с матерью. Брат с братом, да. Брат с братом, то есть, стали, то есть, врагами. Из-за того, чтобы прекращать ту гражданскую кровопролитную войну, у нас были храбрые лидеры, еще храбрые женщины и мужчины, хотели организовать сессию, 16-ю сессию Верховного Совета. Так. И где провести эту сессию, не знали. То есть в Душанбе и около Душанбе... Душанбе было немножко опасно. Опасно, и около они не могли тоже. Да, И да. в юге Таджикистана было опасно провести ту сессию. Да. И в результате именно здесь проводили и решили провести сессию Именно в дворце Арбоб, да? Таджикистана, во дворце Арбоба. Да, да. И здесь было тихо. И этот дворец находится на возвышенности, и еще было безопасно тут провести. И защитить тех, то есть депутатов, которые они участвовали, да, на этой сессии? То есть сессии было, то есть защитить их было удобно. И в результате 16 ноября 1992 года именно здесь провели 16-ю сессию Верховного Совета. Да, да, Республики Таджикистан, правильно. И еще здесь вы можете видеть символ того сессии. То есть, Вот этот, да? зная о проведении колонны, не знаю о проведении 16-й сессии Верховного Совета Республики, то есть вход строения, то есть 51 до 57, то есть в течение 6 лет, эти тоже строили 16 колонн, не знаю проведения.
внезапно строили. Это еще в 50-е. 50-е годы строили. Тут 16 колонн. колонн строили. Интересно. И потом 16 ноября 16 колонн. проводили 16-ю сессию Верховного Совета Республики. Таджикистан, То есть правильно. мистика такая, символика. Вот 16 колонн, 16-я сессия, 16 ноября начало сессии, до 2 декабря, это в течение 16 дней. И наш уважаемый президент пришел в качестве депутата из Кулиаба под номером 116. То есть всего Таджикистан пришли 197 депутатов, под номером 116 наш уважаемый президент. И еще он был председателем Кулябской области, сейчас город Куляб, в течение 16 Наша южная столица, да. На втором этаже. Музей. Музей, да? Давайте посмотрим коротко музей. Здесь ковер в честь столетия. Сайт Худжарского урока кабинета Кайракум. В 2001 году 100 лет. Да. А кто сшил вот ковер? Худжан, да? Кайракум. Кайракум, да, да. Это ручное изделие. Еще в нем Сайт Худжар дважды Вот он. Героя труда. Выше, И который. еще 20 героев всего колхоза. Да, да. Ни один колхоз не имел вот такое достижение. С одного колхоза 21 герой, включая Худжана. Так точно. По кайракумским коврам два слова. Дело в том, что у нас постоянно говорят бегунопоростей. Вот. Дело в том, что многие там, турецкие ковры, какие-то еще там чужие. Я покупал один, такой серьезный, дорогой, за 500 или 600 долларов ковер кайракумский, наш, который производят в Таджикистане, в Сагдийской области. Наилучший, такой красивый, комфортный, чистый. Честное слово, я никогда не думал, что в Таджикистане мы способны сшить, производить такие ковры кайракумские. Они очень красивые, очень качественные. Покупайте наши товары. Я не о том, что мы должны враждовать со всеми, да, вокруг, но вы дайте деньги нашим, чтобы мы стали на ноги, мы развивались, мы строили там новые заводы, не только ковров, но и других, и так далее, и тому подобное. Вот. Исторический музей, да? Тут вы можете увидеть макет дороги 40-х и 50-х годов. Макет дороги к чего? 40-х и 50-х годов. Да. 1950. То есть дома выглядели вот так Да, вот, и вот эта раньше дорога. выглядели и дорога, и тут макет домов. Вот, И здесь вот двери, макет двора. ставни, нет, вот Макет окна. фермерского двора. То есть дом снаружи. То есть виноградник, топчан, к примеру, Да. веранда, зимний дом. До сих пор есть такие дома в селах у нас в республике. Понятно. А дальше у нас что? Глиняные стены. Давайте И посмотрим. здесь И заодно скажу, серый что зал, выглядит очень красиво. то есть первый Узоры, зал. смотрите, какие. Так, я И прошу первый прощения. зал посвящен времен до Октябрьской революции и формирования Советского Союза. Это 16 по 24, да? По 18 16 до 18 Советский Союз. Да, еще формирование Советского Союза. Да, до 16 до 30 декабря 24 года. Я понял. Так, хорошо, отлично. Посвящен. Великой Отечественной войны и вклад колхозников для победы войны. Эти И герои какой колхоза. вклад они вносили? И Сайд Худжаев, председатель большого колхоза, хотел участвовать в войне. Но Сам лично хотел туда? Лично хотел туда, но колхозники ему не разрешили. Они нуждались В его руководителе таком. руководителя. Но он помог материально, вклад его, то есть он Больше 2 помог миллионов, материально, да. И то есть он помог материально, то есть он И хлопок, и фрукты, и еду, Да, и еду, деньги. Правильно. С Гордостью, ребята, отметить, что мой дедушка, ныне покойный, Ходжи Стогафури Гафур из села Дарги-Шариф, он тоже принимал участие на этой войне, участвовал в Ленинградской битве, ребята. Это самая страшная битва в истории вообще человечества. Он доходил до Берлина, мой дедушка. И с дозволением Аллаха он возвращался в село, потеряв всего лишь палец. Один палец свой. Дело в том, что он был охотником в своей жизни до войны. Он профессиональным охотником был у нас в селе.
Ну и он ходил много по горам там и так далее и тому подобное, поэтому он сумел себя сохранить, будучи, имев такой опыт охотнический за своей спиной. Чего не скажу о многих других наших односельчан, которые, к сожалению, никогда больше не возвращались. И эти те люди колхоза, которые участвовали в войне и вернулись домой После военного восстановления, да? восстановления и построения этого дворца. Вот повышение, то есть Увеличение скота, количество скота до и 14 тысяч в 1947 году. Вот такие достижения. доход колхоза. Доход, смотрите, от 217 миллионов до 58, да, миллионов в советских рублях, что советский рубль, он И еще был очень сколько зарабатывали в- крепким, таким серьезным. Это сегодня миллиарды, это не шутки. Да, эти те мастера, которые сделали эти орнаменты и резьба. О, вообще. И они Да, были, Сташондар, да, да, Набинат. Вот это их работа, ребята, вот это вот. Видите, вот эту красоту? Это их вот работа вот эти, этих да, уважаемых больше людей. 70 лет, около 72-75. Да, да. С учениками были приглашены 4 местные мастера, вот Уста Очин, Уста Ремшев, Уста Махсуд и Уста Зокир. Да, Сташондар, да, Набинат. Вохян, хунарман бадан, да, и Ранигокан, да, Шукардян. И Отлично. А вы скажите, по безопасности как? Безопасность здесь обеспечена, допустим, электричество, там, линии там проведены нормально, чтобы... специальные электроэнергетики. То есть безопасно, да, Безопасно, чтобы да. эту историю сохранить. Я понял. Мастера, которые вот эти вот узоры нарисовали, они написали свои имена, ребята. Вот видите, Усто Учил, 55-й, Усто Ремшев. Рахим Шейх, Муло Махсуд. Вот 55-й год. И дали гарантию 100 лет, что вот эта вот их работа будет сохраняться. Это 100 лет, они имеют в виду, если, допустим, там идет дождь, нет крыши, нет ничего. А если есть крыша, не капает, ничего, тогда 1000 лет, пожалуйста. Урунходжаеву с нашим уважаемым героем, да, Божаном Гафуровым. Значит, И он первый человек, который возложил первый камень этого дворца. Боджон Гафуров. Да. Он был первым секретарем. Да, 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 да. Первый секретарь. Почти 10 лет он был первым секретарем ЦК Таджикистана, не Таджикистана. Худжанской области, да? И его отношения, Румхуджаева отношения с руководством СССР. То есть Никита Я вот- Сергеевичем Хрущевым, Ворошиловым, сидит опехой, певицей. Я так понимаю, Ворошилов тоже его поддержал, Да. когда... И приехал сюда. Он Да, сделал да, приезд да. вот, 3 октября 58 Понял, года. Покажите его кабинет, как он по телефону разговаривал. Вот это Его вот. кабинет. Кабинет основателя дворца Арбоб, Макет пожалуйста. дворца, его личный как рабочий стол и его пример одежды. Он был еще Это пример одежды или это И его? вот личные? Этот ватник, этот рубашка и тот пример. А эти обуви, ремень и планшетка с того года. Свои личные, да? Все личные. И еще он был очень высокий, Он, здоровый. я извиняюсь, он тут работал? Это его личный кабинет был, да. Ну, видимо, с хорошим настроением, я так понимаю, работал. И посмотрите, еще какие узоры. ростом 182 сантиметра, весом 176 килограмм. И он весил 176? Килограмм. Размер обуви 45. И ремень, то есть объединенный. То есть еще соединили. Одно ремень не хватало. То есть соединили еще одно. То есть 1,5-метровый. Ну, И того, то есть Вот он сам, этого Саид халата Худжа, нету застежки. Урун Вот Худжаев, это как вы завязали. сами видите, дважды герой социалистического Вот это труда фото. с 2 метра флагом вот, Таджикской ССР. Да, тут Специально, Размера, по-моему, да. для него, да? 2 метра 50. Ва! Знаете, да, что у него был красный телефон? Да. Разговаривал с руководством Кремля, мог себе позволить. Где он, вот этот телефон? Это? Нет, это черный, вот. они, то есть, Убрали, да? Мгм, понял. И еще вот, Это его здесь кабинет. Ворошилов. Он с Высоцким, по-моему. Калининым и Ворошиловым. И с Никитой Сергеевичем Хрущевым. И все они... Это здесь, в Таджикистане? Нет, в Душам, в Кремле. В Кремле, да? Да, в Кремле. И в этой сессии все должны присутствовать протокольно. Мгм. А он приехал Да, на да. Чапане. Да, был указ от Советского Союза, и Саид Худжар дал отказ. Только ему заменили протокол сессии. То есть
только один сидит. Он сказал, я со своим таджикским чапаном поеду туда. Вот он. Видите, И действительно, все заменили протокольно протокол и... сессии, только деревья. То есть все должны присутствовать в сессии протокольно, кроме него. Молодец, молодец. И с маршалом Буденным. Буденов, да? И вот сзади этой фотографии написано рукой Буденов. То есть просто этот снимок всегда напоминает нашу давнешнюю крепкую дружбу. Я вспоминаю те тяжелые годы, когда вы были совсем тоненькими, как палец. Когда вы были, да, вместе громили банды басмачи, и вы тогда были хорошим проводником Красной Армии. Он похоронен здесь, да? Сайдходжа Урумходжаев. В возрасте 66 лет. Вот мы его бюст видим. Вон там, вот видите, ребята, он похоронен здесь. Такая вот история, ребята, о дворце Арбоб. Очень богатая история, серьезная история. И заслуга Сайдходжи Урумходжаева. Вот он похоронен напротив нас. Сейчас подойдем, чтим память и поедем в другой город. Вот, ребята, это могила Сайдходжи Урумходжаевой. Дважды герой социалистического труда. Пожалуйста. Он здесь похоронен. یاد داری که وقتی زادنی تو همه خندان بودند و تو گریان آنچنان زی که بعد مردنی تو همه گریان شوند و تو خندان. Саади Ширази. Достойные слова. Переводится как: когда ты явился на Божий свет, ты плакал, а все остальные были спокойны. Живи же так, чтобы, уходя из мира, все плакали, а ты спокоен был. Это вот, ребята, это стелла. Она означает, то есть была установлена в честь 30-летия независимости Республики Таджикистан. Символизирует 30 книг или там страницы вот этой 30-летней давности, то, что мы проходили в нашей истории. Вот. Вот здесь вы сейчас подумали, что какой-то президентский дворец. Нет, это всего лишь чайхана. Можно здесь проводить как там государственные мероприятия, так и просто негосударственные. Да, просто можно попить чай, вот и все. Обращаясь к жителям Худжанда, наверное, можно сказать, что у вас прекрасный город, прекрасные люди. Любите свой город, свою страну, свой народ. Где бы, на какой точке земного шара вы бы не находились, старайтесь помочь своим людям, своему городу, своей стране, своему народу. Вот это останется, все остальное пройдет. У вас прекрасный город, прекрасные исторические достопримечательности. Вам нужно их сохранить, вам нужно их беречь. Остальное все потихонечку образуется. В этом я уверен. Мама, ребята, очень любит город Худжанд. Она здесь тоже, мы вот давно здесь побывали, несколько раз с семьей. Она очень любит город Худжанд. Здесь очень спокойно, чисто, как вы сами видели. Вы сами стали свидетелями. Спокойно, свежий воздух, меньше шума, чем в городе Душанбе. И вот моя мама постоянно говорит: давайте купим квартиру в городе Худжанде. Все как-то согласны, а почему-то я постоянно сопротивлялся этому. Говорю, зачем нам Худжанд, если мы живем в столице, да, в городе Душанбе? Вот почему-то я вот последние 5 лет, эта идея существует, последние 5 лет я был против. Я говорю, зачем нам квартира, да, в городе Худжанде, в то время, когда мы живем в столице, в городе Душанбе, когда все есть, все прекрасно, замечательный город, доступно. Но прогулявшись на этот раз по городу Худжанду, внимательно изучив все его стороны, я как-то вот прихожу к такому выводу, что ли не стоит сопротивляться, не стоит выступать против. Так, для тех людей, которые плохо знают Таджикистан, и для тех людей, которые нас упрекают в том, что негде якобы нам купаться, у нас нет моря,
Вот как раз таки мы находимся на берегу Таджикского моря. Это называется Таджикское море или старое название Кайракумское водохранилище. Вот, заполнение водой началось с 1950 года. Здесь огромная территория, по-моему, длина, если не ошибаюсь, 75 километров туда, выше. Это огромное море. И здесь много очень санаториев, пансионатов вокруг водохранилища. Ну, правда, мы вот чуть-чуть подальше от них находимся. Вот, я тоже первый раз, кстати говоря. И вот этим морем или водохранилищем наши возможности не заканчиваются. У нас есть Рагун, где там тоже то же самое. Такой же объем, может быть, еще чуть больше воды. У нас есть Нурек, у нас есть Себзор. У нас много-много всего по Таджикистану и много мест, где можно купаться. Главное, было бы желание. У нас 947 рек. Так что было бы желание, можно было бы купаться везде, по всему Таджикистану. Я тоже первый раз, я уже говорил. Честное слово, впечатляет. Ну, очень красиво. Вот смотрю на горизонт, да? Там конца не видать. Я люблю, когда бесконечные вот эти просторы. Вот. Рыбу ловят ребята. Здесь не только так, чтобы просто море без всего. Нет. Большие рыбы здесь, вот рыбаки, видите, в качестве хобби для себя ловят рыб. Здесь есть водоемы искусственно образованные. Вот. И много-много садов вдоль дороги, как едешь отсюда в Худжанд или с Худжанда сюда в сторону Таджикского моря. Очень много-много садов. Русский путешественник 18 века писал о том, что Худжанд и вообще худжандская агломерация характеризуется тем, что здесь много садов. Бесконечные поля. 18 век и сейчас 21 век, да? Подумайте. И до сих пор это действительно так. Эти сады никуда не делись. Они все еще есть. Они существуют по всей Сагдийской области, города Худжанда. И в самом городе Худжанде много везде садов, винограда, там, яблок, фруктов, других абрикосов и так далее. Поэтому свежий воздух, дует ветерок. Очень приятно. Пойдем купаться. Иностранцев очень много, ребята, из Великобритании, Америки. Там купаются. Здесь вот только прибыли гости из Узбекистана. Вот, по-моему, из Ферганской долины. Тоже там купаться, я так понимаю, отдыхать. Развиваем туризм. Развиваем туризм. А это Таджикское море, ребята. В Таджикском море, ребята, живут вот такие ракушки. Вот такого размера, видите? Живи. Ребята, мы все еще находимся в Таджикском море. Как я уже говорил, вот здесь, вот с этой стороны, с правой стороны моря, много очень инфраструктур туристических в основном. Места отдыха, гостиницы, как вы видите, там люди отдыхают. Ну и с этой стороны, кстати, условия созданы для того, чтобы купаться. Есть гостиницы, за ночь берут 200 самони, от 200 до 300. Но если с питанием, в зависимости от того, что человек заказывает, может доходить до 500 самони. Ну, то есть уровень комфорта. Поэтому здесь уютно, здесь много народу и большое внимание. Из соседних стран много приезжают, из Казахстана и Узбекистана. Мы сейчас находимся в санатории Бахористон, который находится на берегу Таджикского моря. Вот уже мы внутри. И такая чистота тут, свежий воздух, много народу, много машин. В основном я вижу из города Душанбе. Вот, давайте посмотрим, что тут, да? Я потому что первый раз.
Это, ребята, вид на Таджикское море из санатория Бахористон. Вот он. Санаторий находится здесь. Много-много различных инфраструктур. Все для отдыха. Народу очень много. Причем со всего региона Центральной Азии. И с некоторых дальних стран я видел здесь людей. Вот видите, вот этот новый объект строится тоже. Скорее всего, новая гостиница. Но видно, что с таким очень серьезным качеством строится. Так что здесь красиво, прохладно, уютно и самое главное такой вид. Вот видите, вау. Купаться можно вот здесь и тут тоже, как бы, да, в любое время есть вода. Поэтому санаторий Бахористон это известная санатория в Республике Таджикистан, пользуется большим спросом, авторитетом и популярностью. Наряду, конечно, с другими санаториями, как Зумрад, как санатории Шохамбари, Ходжаубигар и другие. Их очень много в Республике Таджикистан. Вам стоит просто загуглить, вам дадут список, контакты, цены, все подробно и детально. Наше путешествие, ребята, по городу Худжанду, наверное, завершается. Я практически побывал во всех уголках моей любимой страны, Таджикистан, во всех горах и долинах. Это все потому, что я люблю свой народ. Я люблю свою страну. Люблю я ее с всем своим существованием. Именно поэтому я хожу и снимаю различные видеоролики. И это получается у меня в той мере, в которой получается. Это город Худжанд, северная и культурная столица Республики Таджикистан. Берегите себя. До свидания.
familia.